Всем привет! Домашний стандарт у нас готов к бою. А это значит, что сегодня у нас опять будет консервирование. Что мы сегодня будем консервировать? А сегодня мы будем консервировать утку. Утка дикая. Как мы чистили с Валентиной Васильевной эту утку, это очень долго и муторно. Это надо каждую утку ощипать, а черная осенняя утка, она, во-первых, очень крепкая, очень много работы. Надо каждую утку обпалить, каждую утку потрошить, чистить, мыть, резать на куски. Вчера вечером мы это все положили в холодную воду, и вот она, можно сказать, готова к бою. Что у нас это за продукт? Вот мы приготовили 7,5 килограмм утиного мяса. Здесь у нас получается утиное мясо на кости, желудочки, сердечки и ничего больше. Голову я сюда ложить не стал, лапки естественно. Ну и печенка тоже, я что-то печенку недолюбливаю. Короче, в общем, мы, получается, приготовили. Вот такое мясо у нас порционно разрезали. Ножки, грудь, желудочки, шея. Все. Повторюсь, шкуру я сутки не снимаю, как это делают некоторые. Стараемся все делать шкурой, потому что жирная шкура это самый цимус, как говорится, в утке. Шкура для него самая вкусная, конечно. Некоторые просто сдирают шкуру, готовое мясо. Да, трудом много. Как говорится, без труда не имеешь рыбку из пруда. Не знаю, как это получится в консервах, потому что консервируем мы утку впервые. Но надеюсь, шкура это консервам точно не помешает, потому что если шкура вкусная в мультиварке, в духовке и в прочих случаях, то в консервах она точно не повредит. В общем, что мы делаем? Мы уже приготовили, как вы видите, все, как говорится, ингредиенты. Правильно, все, не могу это слово выговорить. Соль, морковь, лавровый лист, перец. От рецепта мы никуда далеко не ушли. Немножко еще воды осталось, вроде уже выцеживали все. Ничего страшного. Здесь масла у нас не будет. Утка у нас будет готовиться в собственном соку. Немножко даже водички осталось. Ничего страшного. Все. Так. В рецепте указано, что на каждую банку, сейчас достану чисто рукой рецепт, что на каждую банку у нас утка в собственном соку. Мясо утиное на костях, шея, желудок, сердце 490 грамм. Соль 4 грамма, морковь 5 граммов, перец черный полграмма, лавровый лист пол листа. Что мы сделали? Лаврушка бывает разная, мы ее много добавлять не будем. Перец мы тоже решили, как и в прошлый раз, когда консервировали рыбные консервы, 2 горошка сделаем. Единственное, соли тут у нас 4 грамма. Методом простых расчетов мы умножили 4 грамма на 15 банок, у нас получилось 60 граммов. Так что не будем ложить каждую банку, нет у меня такой мерки, чтобы ложить. Мы решили положить вот так вот. 60 граммов это 3 столовые ложки соли. Раз, два и 3. И сейчас мы это все тщательно перемешаем, чтобы в каждом кусочке, практически, я так думаю, минутки 3 я сейчас все это перемешаю, и соль равномерно распределится среди всего общего этого мяса птицы. Так что сейчас
будет короткое выключение. Дальше мы включим камеру, когда уже буду раскладывать непосредственно мясо по банкам. Так, все. Мясо мы в течение, наверное, минут 5 перемешали все. По идее, как я вот это делаю, это я уже как бы делаю сам, потому что у меня нет мерки, как отмерить 4 грамма. Есть такие электронные весы, ложка. В каждую баночку можно положить просто 4 грамма. Это будет, даже можно сказать, не то что правильно, а так по рецепту. А мы положили 60 граммов, перемешали. Ну, перемешали, в принципе, хорошо. Так что можно сделать так, можно сделать так. Я думаю, правильно даже будет положить 4 грамма в банку. Ну и все, мы это все перемешали. Теперь мы все это будем раскладывать по банкам. Как бы старались, конечно, резать поменьше. Но грудную мышцу вот не сильно мы потрошить не стали. И вот это как бы получается... Буду стараться в каждую баночку положить по желудочку, по сердечку. Как бы, чтобы было это все в каждой банке. Чтобы желудочек, сердечко, это все было. И, естественно, плотно это все дело будем прижимать. Можно, конечно, было оторвать все это дело от костей. Так, желудочка здесь нету. Желудочек чистить это муторное дело, но желудок в утке для меня вот это самое вкусное. Парно вот так будем ложить желудочки. Каждые, вот они, красотулечки. В каждую баночку по желудочку буду ложить. Пока смотрели рекламную паузу, мы уже положили в каждую баночку по 2 горошка перца и по пол лаврушечки. Все это мы уже разложили, чтобы не тратить ваше время. Морковочку мы примерно взвесили по общему рецепту 5 грамм. Умножили также на 15. Взвесили морковку. Немножко стало чуть-чуть больше. И вот порционно просто нарезали. Не стали натирать. Можно, может было и натирать, не знаю. В общем, буду стараться раскладывать, ну, по возможности одинаково, чтобы в каждой банке попалось как бы и по грудной мышце, чтобы попалось по сердечку, по окорочку, по крылышку. Ну, как получится. В принципе, разница, роль-то небольшой. В общем, вот это мы сейчас все будем, все добро раскладывать по банкам плотненько-плотненько. Ну, посмотрим, что у нас из этого получится. В прошлый раз у нас рыбы не хватило. Сейчас посмотрим. С уткой, у нас и в прошлый раз с рыбой общей массы было меньше. Из-за этого и не хватило. Теперь мы 7,5 килограмм сюда положили. Так что, по идее, должно у нас все четко хватить. Желудочек сюда. Желудочек сюда. Сердечко сюда. В общем, как-то так. Мы сейчас все это будем раскладывать. И по завершению покажем, что у нас получилось. Так, друзья, как бы мы ни старались распихать все мясо по банкам, у нас не получилось. Ну, много не осталось, это точно. Может быть, если по весу здесь наберет одна баночка, и то с натяжкой, скорее всего, где-то осталось на пол баночки. Вон несколько крылышек, вот раз, два, три, четыре, пять, 6 крылышек. И несколько спинок, вот одни, ну, где мясо поменьше. Мясо поотрывали, запекали, немножко у нас не вышло. Где-то на пол баночки у нас мяса осталось, так что по весу мы, наверное, немножко отошли от рецепта, но я так думаю, ничего страшного. Все распекали по баночкам. Где-то получилось у нас плотненько, где мякоть, где ножки, крылышки, прослойка воздуха получилась. Ну ничего страшного. Утка собственным соком, я так думаю, это все разварится, везде будет у нас бульончик. И еще в каждую баночку вот кинули по долечке морковки. Вот такой вот, просто кусочек морковки. Где-то сверху, где сбоку не влезло, где-то сбоку. В общем, как получилось, раскидали все.
без фанатизма доверху тоже не накладывали по рецепту, потому что просят как бы до плечиков по инструкции. Где-то до плечиков, где-то чуть больше. Ну все. Теперь мы закруточные банки закручиваем. А вот эти у нас сколько получается закаточные, закатывать, чтобы 6 банок. Мы закатаем с помощью нашей машинки. Вот такой вот. Поехали? Поехали. Эти баночки мы будем закручивать без особого фанатизма. Ну и чтобы было плотненько. Крышки у нас новые. Принцип действия этих крышек, когда они будут готовиться на пару, сначала воздух весь стравливает отсюда, лишний воздух, а потом при остывании это все втянется и получается вакуум. И все должно получиться красиво. Крышки у нас новые для первого раза, но мне кажется, если их сильно не повредить, они пойдут и для второго раза, и для третьего. В общем, попробуем. Пока есть новые крышки, буду пользоваться новыми крышками. Опа. Крутилось так. Банка такая или крышка такая? Или дури много? Может, крышка бракованная попалась. Так. Что получается еще? Можно крышку достать. Так, ну что, а эти крышки мы закатаем. Где наша машинка? Как мы закатывали рыбные консервы, вы уже видели. И здесь все так же, все то же самое. Машинка работает автоматически. Все, щелкнуло, баночка готова. Не надо там ничего подкручивать, прижимать. Напомню, кто еще не знает, эту машинку я тоже заказал вместе с автоклавом «Домашний стандарт». Потому что лично я вот такую машинку в продаже не видел. Как-то может быть и можно заказать по интернету на каких-то сайтах, но я не стал рисковать, потому что что-то где-то заказывать сейчас очень можно поймать кота в мешке. А тут все четко. Уже на рыбных консервах мы это испробовали. Я думаю, на утиных консервах будет не хуже. Ну, сейчас мы это увидим. Итак, у нас 15-я баночка идет. Ну вот и все. Пол дела сделано. Баночки у нас закатаны, закручены. Теперь осталось дело за малым. Поместить их в наш автоклав «Домашний стандарт», залить всего 1 литр воды, и готовить мы это будем по рецепту 100 минут при температуре 114 градусов. Так, закатать мы закатали, стоп. Вот этим банком, вот этим крышкам, вот этим банком с этими крышками, которых мы закрутили, ничего не надо, их можно так оставлять. А то, что мы закатали баночки, я совсем забыл, еще прижимные кольца. Ну, ёшкин кот, а. Так,
узкая сторона ниже, высокая выше. Вот теперь точно готово. Совсем забыл про прижимные кольца. Они выполняют функцию, не дают раскрываться крышки. Это вместо прижимных кассет, я уже повторюсь. Если вы заметили, я забыл сказать вам, банки, все банки совершенно разные. Какая-то банка вот уже, какая-то шире, какая-то выше, но полностью все банки разные. Если когда мы готовим на автоклавах с прижимными кассетами, вот такой вот не прокатит. Там должны все банки быть идеально на одной плоскости, то есть одной высоты должны быть. А здесь, как мы видим, мы можем совершенно разные банки. Тоже как бы свой плюс минимальный, потому что банки, когда занимаешься консервированием, это большая проблема. Я уже это понял, как говорится, когда только у меня вторая закладка, уже банок нет, надо искать. Я уже всех знакомых обошел, всех родственников. Там одна баночка, там две баночки. Вот потихоньку пока собираем. В будущем будем все это покупать, где найдем. Вот теперь точно все. Ну что, приступаем к самому интересному. Вот наш автоклав. Он совершенно пустой. Только пластина нижняя, которая там и должна быть. Теперь мы сюда будем закладывать наши баночки. Воду можно сразу заливать литр. Можно потом. Давай зальем сразу. Литр воды, 2 пол-литровые банки. Все. Большего нам ничего не надо. Так, кран у нас закрыт. Все. Раз, два. Четырнадцать и 15. В принципе, вот и все. Теперь у нас где крышка-то? Там осталась. Силиконовая прокладка здесь без всяких отверстий и широкая. Раньше, когда мы делали консервы на другом автоклаве, она была узенькая, резиновая, и здесь была куча отверстий. И она как бы бывало так, что могла порваться или там воздух выходить. С этим делом здесь все нормально. Ну и все, закручиваем. В общем, друзья, закручиваем, готовим автоклав к работе. Закручиваем все равномерно, крест-накрест, как бы немного одну, немного другую, чтобы прижимные шайбы легли ровненько все, чтобы не было перекосов. Ну, тут, в принципе, по-другому никак не закрутишь. В общем, друзья, закручиваем, готовим автоклав к работе. Итак, все готово, все затянули, шланг поставили от клапана, который по инструкции должен выкидывать избыточное давление. Но когда мы делали рыбные консервы, ничего здесь не выкидывало. Просто когда температура начала, давление начало подниматься повыше, немножко как бы пузырьки пара начали просачиваться. Но это ничего страшного. Мощного выброса пара не было.
Все, завершающий аккорд. Немножко, совсем немножко, меньше половины растительного масла в ячейку для градусника. Вот, вообще капельку. Потому что в прошлый раз я поставил пол-ложки, и у меня все вытекло. И вот ставим градусник. Все готово. Ну, в принципе, и все. Шланг у нас в кувшинчике, термометр на своем месте, шайбы затянуты. Давление, как мы видим, на нуле. Ставим автоклав на конфорочку, на середину самую широкую. И поехали. Все, включаем. Но пока будем ждать и далеко не отходить, чтобы смотреть за датчиками температуры и за датчиками давления. Рекламная пауза пока. Итак, как мы видим, температура наша достигла отметки уже 110, 114, уже 115 градусов. Давление у нас 1,4. Ну и все. Начинаем убавлять. Убавляем. С шестерки переставил на пятерку. Буду следить. Если будет температура подниматься выше, убавлю еще поменьше. Ну, я так думаю, так оно и будет держаться. Плюс градус, плюс 2, я так думаю, ничего страшного. Главное, мы теперь соблюдаем рецепт. 114 есть. Главное теперь нам соблюсти 100 минут. 100 минут засекаем при температуре 114 градусов. Главное, чтобы не меньше. Ждем, что будет дальше. Как мы видим, вот давление 1,4, пар не выкидывало, а маленькие пузыречки появились. Немного через клапан начало подтравливать немножко порог, но это ничего страшного. Консерва у нас варится. Через 100 минут можно будет выключать нашу плиточку. Но пока убавили до пятерки и следим внимательно, чтобы главная температура не поднималась выше 120 градусов. Ну, сейчас убавили, она, мне это кажется, так и будет держаться. Ждем. Итак, наши 100 минут прошли. Температура у нас от 114, иногда, правда, поднималась до 118, до 119 даже бывало. Где-то так вот. Выше 120 она не поднималась точно. Ровно 100 минут. Давление у нас тоже было 1,2, максимум поднималось 1,4. Постоянно следил, регулировал между троечкой и четверочкой. В общем, температурные режимы выдержали полностью. Теперь будем ждать, когда упадет давление. Как упадет давление, где-то, наверное, примерно через часик оно уже упадет. Проверим. Ну, это, впрочем, вы видите сами. Как упадет давление, мы продолжим. Откроем крышечку, и, ну, чтобы быстрее остыли банки. Потому что здесь воды, как мы знаем, только литр, остальное все пар. Падает давление, получается, банки у нас становятся на открытом воздухе. Но пока не достаем. Потому что, не дай бог, попадет на горячие банки капля холодной воды, они могут взорваться. А так они там будут пока в безопасности. В общем, увидим, что у нас получилось где-то примерно через часик. До следующего включения. Завершающий этап. Как мы видим, давление у нас на нуле, а температура пока еще 60, 70, 72 градуса. Но это уже ничего страшного. Здесь уже давления нет. Но все равно, чтобы убедиться, открываем выпускной клапан. Что мы слышим? Ничего не слышим. Давления здесь нет, значит, можно открывать. Значит, можно открывать автоклав. В принципе, его можно и не открывать.
скажем, оставить его до утра, он остынет, и открыть его утром. Но я просто хочу вам показать, что, допустим, если есть вторая партия консервов, которые надо уже непосредственно поставить на варку, то мы просто открываем, так она быстрее остывает с открытой крышкой. Так что мы не будем оставлять это дело до утра. Выбираем градусник. Он нам уже не пригодится. После открытия крышки все будет остывать намного быстрее. Повторюсь, автоклав на воде вот так вот уже не откроешь, потому что там давление так быстро не падает. Там температура, давление, это все держится намного дольше. Вот как мы видим, все уже, давление упало. Все, открываем крышку аккуратненько. Все открыли. Убираем. Ну и что мы видим? Банки желательно пока не трогать, потому что, говорю, любая холодная капелька может разбить эту банку. Потому что мы видели там 70 градусов, они относительно достаточно еще горячие. Ну давай аккуратно покажи, что все баночки у нас целые. Вот. Так они на открытой, они побыстрее остынут. И как они остынут, мы достанем и обязательно снимем пробу. Хотя у нас уже второй день, как говорится, мясной день, пробуем. У нас уточка была в мультиварке, сегодня был утиный суп, но консервы мы попробуем обязательно. Так что встречаемся на дегустации. Итак, наши баночки остыли. Смотрим, что у нас получилось. Получилась у нас вот такая красота. Баночки у нас не зря по рецепту утка в собственном соку. Если мы закладывали утку, там были даже воздух был между них. Как видим, бульон полностью практически до каждой, ну до плечиков точно вон утиный бульон, утиный жир. Я так думаю, это когда все остынет, это будет не то чтобы желе, это, наверное, будет все утиный жир, и она будет в своем жиру. Это у нас винтовые банки. Давайте вот поближе посмотрим, возьмем одну банку и поближе посмотрим. Вот. Тут вот лучше видно. Вон. Она как бы в бульоне своем соку получилась. Не знаю, как там, что с костями. Но давай, чтобы не быть голословным, сейчас возьмем и прямо сейчас где-то вот стало поменьше. Все-таки, когда мы с косточками укладывали в банку, вот где-то полностью банка полная, плотно получилась. А где-то вот косточки, крылышки, ножки, вот спинки были, получилось у нас вот чуть поменьше получилось. Ну ничего страшного. А это у нас уже пошли закатанные баночки, как мы видим, с ними тоже все нормально. Ничего не взорвалось. Крышки на месте. Баночки наши целые. И это радует. Эти крышки, которые мы закрутили вровень, даже их как бы вакуумом немного стянуло, как бы они немного вогнутые стали. Вот. Эти же, наоборот, которые закрутили, немного как бы выпуклые. Но посмотрим,
что будет дальше. Вот такая вот разница я еще заметил. Все. Вода как была, так и есть. Все нормально. Ничего не лопнуло. Ничего не повредилось, ничего не выстрелило. Это уже хорошо. Итак, что мы будем открывать? Так, давай я сейчас попробую открыть вот эту половинчатую, которая меньше, вот эту баночку сразу для пробы. Если она хорошо откроется. Сейчас посмотрим заодно, как она откроется. Такие банки мы уже винтовые открывали. Сейчас мы попробуем и сразу снимем пробу. Так, водичку берем. Так, ну что, поехали. Не так-то просто еще открыть. Так, ну что, руками у меня банку открыть не получилось. Попробую полотенчиком. Бесполезно. О, сейчас вот. О, слышали? Характерный хлопок. Это значит, сейчас туда попал воздух. Так что технологию... О, и теперь все четко открылось. Как мы смотрим, вот что у нас получилось. На вид красиво. Запах обалденный. Так что смотрим, что у нас получилось со структурой мяса. Так, это у нас... О, я уже сразу вижу, друзья. Мясо не то чтобы сварилось. Вот мой любимый желудочек. Так, все доставать не буду. Итак, все понятно. Здесь остался один бульончик. Вон, подойди поближе, сними. Вон это ножка, вон это грудь. Все само уже вон разваливается. Сейчас попробуем вот эту ножку сначала на вкус. Но то, что оно разгорелось полностью, это точно. И соль в норме. Если честно, судя по рецепту, я думал, что соли будет меньше. Мне всегда казалось, для утки надо соли больше. Думаю, почему на консервы там 4,5, а здесь 4 грамма. Но на удивление, соль в норме. И утка обалденно вкусная. Она получилась даже вкуснее, чем... И давай еще желудочек. Я сейчас могу ее всю банку эту зарубать. У меня ничего за это не будет. Так, ну что? Что я могу сказать? Друзья, вот. Реально вот так вот. Теперь вот эту банку можно съесть просто так. Потому что это действительно очень вкусно. А можно, ну, в любое блюдо. В лесу взял баночку, скажем, сварил макароны. Бах, туда перемешал, все тебе готово. Не надо покупать искусственную тушенку в магазинах туда-сюда. Так что рыбные консервы у нас получились. Утиные консервы у нас тоже получились на ура. И это радует. Ну что, можно подвести итоги. Баночки у нас получились просто шикарные. Мясо приготовилось просто обалденно. Соль в норме. Вкусно. Храниться они будут теперь, я так думаю, не год и не два. Но я не так навряд ли думаю, столько они храниться будут. Потому что они будут уничтожены, это точно. Что я могу сказать про автоклав?
Это у меня второй опыт. Первый опыт был у меня, приготовили рыбу, рыбные консервы. Ссылочка на ролик будет вот здесь, вот в верхнем углу, как мы это делали. Теперь мы приготовили консервы сутки. Все шикарно, я доволен. Если кому-нибудь будет интересно, заходите на сайт домашнего стандарта. Там все подробно написано, что, как, почем, из чего это сделано, как это сделано и какие преимущества с другими автоклавами. Так что заходите, читайте, смотрите, ну и заказывайте. А если будете заказывать, не забывайте про промокод Рыбак.Коми, потому что промокод Рыбак.Коми вам даст скидочку при заказе этого товара. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока, всем до свидания и до новых встреч.